Первый сборник сказок и небылиц на родном языке представил молодой писатель Илез Матиев. Презентация книги «Дуцерыши Фяльгыши» состоялась сегодня в культурно-просветительском центре «Эздел». Автор признается, все произведения наполнены колоритом национальной культуры. В свободной продаже книги пока не представят, потому как весь первый тираж поступит в библиотеки. Хайди Адельбиева была в числе первых читателей. Выход в свет книги – это всегда праздник. К сожалению, красочно иллюстрированных детских изданий в последние годы выпускается не так часто. По словам автора, примером для подражания для него всегда был отец Аббас Матиев. Свои рассказы Илез собирал 12 лет. В 8-9 классе я написал один роман «Сила любви». На ингушском переводится «Безаманец». И я показал, дома показал, учителям показал, они сказали: ты же маленький, ты откуда знаешь про любовь, и так далее, и так далее. И я бросил этот роман в котел. Думал, что больше не буду писать. Все равно душа, внутреннее состояние, оно дает больше, чем я представляю. Книга рассчитана на читателей от 8 лет и старше. Писатель также хочет воспитать в детях дух патриотизма, любовь к культуре и языку своего народа. В школе, когда я учился, у нас была проблема, не было художественной литературы именно для детей. Детской литературы нету на ингушском языке. Поэтому чисто я написал свои рассказы, сказки именно для школьного возраста. Книга состоит из 2 десятков рассказов и 4 сказок. Она несет определенную идеологическую нагрузку. В своих произведениях автор хотел ответить на многие вопросы, которые волнуют подрастающее поколение, а также волновало его самого в детстве. Каждый мужчина, каждый мальчик хотел бы вырасти настоящим онах, как у нас говорят, настоящим мужчиной. Просто беда в том, что не все знают, что надо сделать для того, чтобы быть настоящим мужчиной. И Илез там очень постарался во многих рассказах. Он вновь и вновь возвращается к этому вопросу. И в различных вариациях один и тот же ответ, что мужчина в первую очередь это иман, человек, который имеет веру, ценности. Эксперты-литераторы признали книгу поучительной и для взрослых. Современная молодежь все чаще общается друг с другом на русском языке, а родной начинает отходить на второй план. Выпуск красочно иллюстрированных книг на доступном и понятном ингушском языке способствует также сохранению традиций и обычаев. Вот эта книга, она написана на чистейшем ингушском языке, при этом очень понятным и доступным. Иногда мы некоторых авторов читаем авторов, которые пишут на ингушском языке, и очень сложно вообще понять, о чем там написано. Но это хорошо. Непонятно, потому что мы не понимаем значение тех древних слов, которые приводят авторы в своих произведениях, боясь их утратить. Популярностью пользуются электронные книги, но есть и те, кто предпочитает классический вариант в бумажном переплете. К тому же не во всех электронных книгах есть красочные иллюстрации, которые тоже передают информацию. Тираж книги, рассказы и сказки 500 экземпляров. Автор решил передать их школам и библиотекам республики. Также в скором времени выйдут в свет несколько его романов. Хайди Адельбиева, Ахмед Парчиев, Новости 24.